Раз, два, три, раз, два, три. У нас тут небольшие технические неполадки были с интернетом. И у нас штрафной удар. Юношеская футбольная лига Дальнего Востока. В гости к нам в Якутск приехали лидеры. Так, таблица. Да, таблица. Вот лидеры. СК Хабаровск. 44 гола забито, 8 пропущено, 7 побед, 1 ничья. И у мяча 10-й номер. Опасный штрафной. Кирилл Магдасов. Лучший бомбардир всей лиги. Удар попадает в стенку. Да, 23-й номер на пути мяча. Свешников Семен. Ну-ка, 18 номер. Это у нас Данил Мирошниченко. В нападении играет. Он помогает ему 7-й. Это Киселев Алексей. 14 под нападающим Михаил Кольцов. Посмотрим, да, в действии игроков. Вот, да. 4 вот лучших бомбардиров всей ЮФЛ. Это вот все игроки СК Хабаровск. Просто фантастическая команда. По результативности точно. Радкевич Вячеслав, да, вступил в игру. 22 номер. Да. Тем, кто вот не смотрел команду Якутии, да, советую обратить внимание вот на 22 номера. Ну-ка. Неверный ввод мяча. И уже мяч переходит к команде хозяев. Предыдущий возраст, да, вот, Ю-16. Там гости победили со счетом 4-0. После матча в интервью обе команды были недовольны результатом. Там фол. Радкевич как раз таки свалил на вратаре. Зрителей стало, кстати, побольше, да, около 100 человек я бы насчитал. Ну как, Киселев в центр, да, Мирошниченко. Мирошниченко прессингует, но нет, убежал от него 4-й номер, капитан команды. Пас налево, ну-ка, хороший пас, уже в штрафной площади. Игрок и 23-й номер забивает гол. Забивает Гончарук Дмитрий. Счет становится 1-0. И уже у нас, вот, да, начало 5-й минуты. Гончарук Дмитрий. Ну-ка посмотрим, если он в бомбардирах. Вот Кирилл Магдасов, да, является лидером. 6 игр, 7 голов. Но Гончарук тоже вот, уже 6 голов у него. Вся актуальная информация есть у нас в группе ВКонтакте ЮФЛ-ДВ. Также есть телеграм-канал ЮФЛ-ДВ. Обязательно подписывайтесь. Да, все голы. После матча интервью. Вот таблица бомбардиров, таблица команд и так далее. Все там есть. Заброс вперед. Вот автор гола, 23 номер. Дмитрий Гончарук. Да, можно назад отдать. Если придут, ну, 2 тайма. Отличный прессинг демонстрирует игрок. И 5-й номер бежит. С мячом он все еще. И 2 раза, да, получается, успевает получить по ногам. 5-й номер. И штрафной удар. Ушаков Лев. Да, вот дважды уходил от игроков Якутии. И заработал фол. У мяча Магдасов Кирилл.
Ну-ка. Навешивает Кирилл. Удар. Но нет, сильный удар не получился. Будет удар от ворот. Илья Козырев будет вводить мяч. Ну-ка, СКА в атаке. 23 номер, Гончарук. Пас проникающий. Но пас остановлен. Хорошо. Борется игрок. Отобрали мяч. И пас направо. 21 номер здесь. Совсем один. Арсений Каменев. Вот он пас в центр. А нет, защита снимает. Ну-ка, 5 номер. 21 номер бьет издали. Под перекладину, но вратарь на месте. Илья Козырев срывает аплодисменты. В Якутске сегодня 22 градуса. А облачно. Поэтому вот как будто бы прохладно. Да, прогноз показывает, если бы было солнечно, было бы 28. Но 28 совсем не ощущается. Потому что тенечек, ветерочек. Навес пошел. Удар головой. Гол! 2-0. Да, красивый удар головой. Прямо в угол. Да, никто там не стоял. По-моему, это вот 5 номер, да, как раз таки. А нет? Капитан команды. Капитан команды. Так, нужно нам поменять. По-моему, 9 номер. Филиппов Никита забил. Да, мало-мало команде СКА 2 голов. Идут они вперед. Ну-ка, Мрощенко. Падает Даниил. Нет, можно играть, говорит судья. Да, будет сложно команде Якутии. А команда в 7 матчах забила 44 гола. Это вот почти что, да, 7 голов за игру. Да, так что они как минимум, скорее всего, намерены забить 10. Но футбол есть футбол. А не удивлюсь, если вот Якутия сможет отыграться при родных стенах, как говорится. Ну-ка, ух ты, какая хорошая атака. 10 номер бежит вперед, бьет, вратарь спасает. Да, Мордасов Кирилл, да, лучший бомбардир, не смог переиграть пока что вратаря. Но убежал красиво, прямо скажем. Да, хорошую скорость демонстрирует. Да, все игроки СКА высокого роста. Да, сложно поверить, что вот одного возраста ребята играют. Ух ты, тоже отличную передачу нашли. Мордасов пас налево. Ну-ка, отсюда обратный пас. И успевает защитник. Успевает. Да. Выбивает мяч. Но подбор за игроками СКА. Бьет издали. Ух ты, выше ворот. 9 номер, по-моему, наносил удар. Да, и сразу готовится прессинговать. Вот, не уходит на свою половину поля. Игроки СКА Хабаровска. Ну-ка, Даниил Мрощенко. Пас назад. Можно попробовать. Да, бежит Даниил.
Центр может скидывать. Нет, сам бежит вперед. Но нет, 14 номер впереди. И нет, фол в атаке. Фол в атаке и внушение от арбитра. Пас налево. И в центр скидка. Вратарь забирает мяч в руки. Ну-ка. Бежит вперед. Входит в штрафную площадь. 18 номер. Отбивается защита. И нашли зону, да. И по флангу. Может бежать. В аут выбивает мяч защита. СКА Хабаровск. Уже замена у нас. 23 номер покидает игру и 5 входит в игру. 5 это у нас Иван Климов. Свечников Семен, да, видимо, что-то случилось. Уже на 12 минуте. Да, возможно, оказался не готов физически. Отлично. Нет, мяч в руку попал. Можно играть. Магдасов, пас направо. 9 номер. Налево, отличный пас. И нет, не достает до мяча. 23-й. Это у нас Кончарук Дмитрий, да, не достал. Быстрый розыгрыш. Активная игра у нас на поле. Пас-центр. Можно играть. Нет, СКА. Захватывает мяч. Снова слева. Отсюда в центр. Можно было оставить вратарю, да. Но немножко не разобрались. И аут у нас. Можно играть. Хаткевич мячом. Вот он обыграл одного. Но второй сразу это был у него мяч. Пас направо. 21 номер. Каменев Арсений, 21 номер. Вот он сейчас получит мяч. Нет, пас назад. А, владеет мячом. Очень уверенная команда СКА Хабаровска. Вот снова растягивает хозяев поля. Ищут вот зоны. Отлично, перехват. Можно играть. Пас на фланг, немножко не точно. И можно бежать. Но пас в итоге. И угроза нейтрализована. Через центр. Нужно играть. Киселев. Навстречу игроку двигается. В прошлом году вот команда Ивочкина Василия Викторовича, вот, которого сейчас на поле, хозяева поля, заняли 3-е место и обладатели бронзовых медалей ИФЛ. Ну-ка, дальний удар. Оу, вратарь спасает. Вот это сейф, да, 21 номер. Как же он закручивал. Да, вот в стиле того же 16-летнего Ламина Ямаля из матча
Испании, Евро, который сейчас идет. Как раз остался один матч там, наверное, финал. Испания, Англия. Да, кусочек как будто бы оттуда мы здесь увидели. Но вот так на высоте Козырев Илья. А вот это сейф. Ну-ка. Пострел. Через себя удар, но мимо ворот. Оу, фол. Да, надо идти вперед якутянам. Хотя бы гол забить. Для начала. Пошла передача вперед. Мирошниченко. Нет, не смог добраться. Радкевич, да, несмотря вот на свой не самый высокий рост, смог головой сыграть. Прессингует. Вот Радкевич. И Данил Мирошниченко с мячом. Может пас отдать. Падает игрок. Но судья все видел. Отлично. Чисто отобрал мяч. 13 номер. Денис Бабюк. Теперь уже на левый фланг атака переместилась. Центр передача. Пас теперь уже направо. Совсем один 21 номер. Пошла подача и головой. Ну-ка. Фол. Да, опасная игра. Высоко поднятой ногой. Да, головой СКА Хабаровск умеет играть, что они уже продемонстрировали. Во время вот второго гола после подачи углового головой забили. Радкевич снова головой играет. И еще раз. Да, руками толкал 14 номер. Кольцов Михаил. Да, по катящемуся мячу теперь уже быстро разыграли. Такого делать нельзя. Отлично, Радкевич поборолся. Отобрал мяч. В центре получает. Но нет, теперь мяч уже у СКА. В мяч сыграно. Радкевич с мячом. И в аут уносит мяч игроки СКА. Ну-ка, бежит Радкевич. Радкевич. Да нет, не смог он бежать от второго. От первого вроде ушел. 21 номер. Хорошо, но успевает подставить ногу Бабюк. О, рукой сыграл вроде бы. Но нет, аут. Кузаиров Оскар будет вводить мяч с аута. Ну-ка, 10 номер. Кирилл Магдасов, 10 Магдасов, 10 номер. Вот он открывается под удар. Нет, прострел пришел, но нет, вратарь на месте. Мой номер, но не видит его. Ух ты, дальний удар. Рядом со штангой, как отсюда кажется. Ну, по-моему, не так уж близко, вроде бы. Быстрый розыгрыш. И пас вперед. И аут заработал.
Даниил Мирошченко. Ага, Веткевич с мячом. Можно играть. Вот теперь ушел мяч. Отличный вынос. Да, на 5 с плюсом. На пас. Атака по левому флангу. Смещается в центр. Навес. Защитник снимает. И удар. Хороший удар. 3-0 у нас. Да, в дальний угол. Четко приложился. Он номер 18 забил. Если не ошибаюсь. Это вот Тимур Шляхов. Да, все верно. Да, издалека. Правильно я все увидел. Оскар. Вперед пас. Назад на Оскара. Попытались быстро запрессинговать. И пошла подача вперед. Можно бежать. 14 номер. Кольцов Михаил. Ходит мяч все-таки в аут. Веткевич боролся, но нет. 6 номер. Секерин Артур. Да, пас в центр. Есть уже 5. Лев Ушаков. Ну-ка, Ушаков бьет издали. Рядом со штангой вроде бы. Ну-ка, пас. Отлично. И 7 номер Алексей Киселев. И замена. 20 номер. Готовится войти в игру. Александр Жирков. Меняет он 14-го. Да, немножко держится за ногу Михаил Кольцов. Да, уже в первом тайме 2 замены. Команда хозяев. Ну-ка, Даниил. Мирошченко. Может пас отдать. Да, никого не нашел. Ух ты, в мяч наступил. На мяч. Может пас отдать. Да, отсюда навес. Пошла подача, но высоко, слишком высоко. И от ворот. Ух ты, хороший пас. Ай-яй-яй. Не воспользовался таким моментом. Да, Киселев Алексей, номер 7. Да, прям подарок от вратаря. Да, видимо, приглашали забить еще один гол. Хотя бы один гол откидать. Армейцы, но нет, не воспользовался Киселев. Но решил сам заработать. Подарки ему не нужны. Центр. Гузаиров.
И фол там. Хорошую игру в пас. Ну-ка, пас, центр. И удар, вратарь спасает. Еще один удар и гол. 4-0. Расстрел просто ворот команды якутян. Кто же забил? Послушаем диктора. Середина первого тайма. Каменев Арсений, 21 номер, забил гол. Да, вот команда все-таки по 7 голов за матч забивает в среднем. Так что уж реализацию моментов они точно умеют. Вот 21 номер. Больше штрафную площадь. Пошел навес. И издали удар. Вратарь забегает в руки, но нет добивания 23-го и гол. Счет становится 5-0. А Гончарук Дмитрий очередной гол забивает. Он уже отмечался сегодня. А где же была защита? Почему дают бить и потом еще и добивать соперникам? Вопрос, конечно, риторический. Ну-ка, хороший момент у якутян. Встает. И Мирошниченко идет вперед. Нет, не ударил. Прострел. Угловой удар. Угловой удар. Пошла подача. И... Нет, до удара дело не доводят. И контратака пошла уже с Хабаровска. Ага. Ну-ка, 6-й номер. Центр передача. Защита успевает. О, наступает на мяч. И отбирает мяч. Хозяева поля. Можно пас дать. Да, бегут вперед. 7-й номер. Можно в центр смещаться. Нет, пас отдал на фланг. Сюда в центре, да, искать уже удачи. А у нас тут временно. Ну-ка, пас налево. И в центре передача. Вратарь вышел. Да, успевает первый на мяч. И аут.
Да, все еще первый тайм не закончен. Счет у нас 5-0. Да, обязательно подписывайтесь. Телеграм-канал ЮФЛ-ДВ. Там вот все повторы голов. Также можете перемотать. Ну-ка, под центр. И можем, да, начинать свою атаку. 20-й номер идет вперед, но нет, успевает защитник. Александр Жирков, да, чуть не ушел на рандеву с вратарем. Не получилось у Мирошниченко обыграть. Ну-ка, вратарь снова вышел в стиле Нойера. Далеко играет. За пределами штрафной площадки. Центр смещается. Хороший перевод. Ух ты, да. И прием тоже. Арсений Каменев. Арсений отправляет мяч в центр. Отсюда удар. И скидка в центр. Нет, не получается. Нанести удар. А, все-таки вот перепасовка. И все, мяч у них все еще. СКА Хабаровск. Передача в центр. Какая-то безадресная. Чисто в направлении. И защита выбивает мяч в аут. Да уж что, а с реализацией у команды СКА Хабаровск все в порядке. Пас. Но он слишком сильно, да. Слишком сильно. И будет аут. И падает Данил Мещенко. Фол. Зарецкий Ростислав, да, недоумевает. Как же так? Оскар в центр. Но нет, уже атака СКА Хабаровска пошла. Армейцы. И вот он пас, офсайда нету. Может идти 1 на 1. Удар в касание с лету. Но нет. Мимо. Тимур Шляхов наносил удар. И можно бежать. Киселев Алексей. Включает скорость. Но пас неточный. Мяч все еще в игре. И аут. Быстрый ввод мяча. Маткевич. В офсайде. И фол, да. Дважды минимум, да, ударили по ногам. Да, Владислав Маткевич, да. Каждый матч, как я не посмотрю, он всегда получает по ногам, потому что же вот сложно у него отобрать мяч.
И приходится вот только с нарушениями всем соперникам. Пас направо. Уходит все-таки мяч за пределы поля. У нас еще 8 минут играть. Счет 0-5 в пользу вот СКА Хабаровска. Все повторы голов наверняка есть уже в телеграм-канале. Да, там все очень оперативно. Да, вот уже 2 минуты назад все голы закинуты. Хорошо обыгрывает по флангу. 21 номер. А здесь Оскар и Киселев. Отлично. 21 номер. Арсений Каменев. Вот она передача в центр. Никто не смог ее поймать. Ну-ка, Киселев. Может бежать вперед. Ну да, зачем? Нужно было все-таки искать пас. Но уж если собрался финтить, то да, нужно было уже сразу бежать. Быстрый розыгрыш от ворот. В центре передача. Ух ты, пас головой. И 23 номер в касании можно пробить. Нет, не стал бить. Ушел мяч. Сигнализирует боковой судья. Подача в центр. Игроки, но фол. Передача в центр, но нет, не точно. Вратарь забирает мяч в руки. Перепасовка между вратарями и защитниками. И отобрали мяч якутяне. Идут вперед. 4-2. Ну, 3-2 точно. Но далеко не смог убежать. А там сразу сзади прессинг. Отобрали мяч. Ну-ка, нужно играть. И выбивает мяч. Фаут.
Передача в центр. Маткевич. А не получилось выбить. Две минуты до конца первого тайма. Передача в центр. И выбивает мяч защита. Ну-ка, Киселев. Спокойно распасуется команда СКА. И тут Радкевич. Отлично. И Киселев. Гузаиров. Пас по флангу. Ну-ка, 23 номер идет вперед. Можно в центр попробовать подать. А 9 номер открылся. Но нет, что-то он зафинтился. Назад пас. Дмитрий Гончарук. Автор уже 2 голов. 14. И угловой удар у нас в концовке первого тайма. За счет
Так, у нас тут замены некоторые. Но диктора очень тихо слышно. Так что будем сами смотреть. Так, 14-го заменил 20-й и 18-го заменил 12-й. Балыков Артем. И, по-моему, Макарчук Денис. Так, напоминаю, у нас юношеская футбольная лига «Зона Дальний Восток». И в гости к команде Якутии. Специальная спортивная школа по футболу Якутия из города Якутска. В гости к нам приехали с Хабаровск. Армейцы из Хабаровска. Армейцы являются лидерами чемпионата. 44 гола было забито до этой встречи. Ну а сейчас уже 49 получается. Вот в 8 матчах. Почти 50 голов. Да, это сильно. Ближайшие преследователи даже 20 нету. Пас вперед. Центр закидушка. И защитник успевает. Да, недовольны болельщики. Да, недовольны болельщики. Хорошо обыграл 19 номер. Но нет, успевает его догнать сзади. Здесь Киселев может пройти сам. Это идет против него Мордасов. А лучше бы Магдих на начало этой встречи. В аут выкидывает мяч. Идет защитник. СКА вперед. Сильно в пас играет команда СКА. Да, вот так же растягивает. Стреляет открываться. Появляются свободные зоны. И вот СКА вот туда и идет в атаку. Центр передача. Хорошо обыгрался. Идет передача направо. Центр хотел зайти в штрафную площадь, но нет, не успевает. Пас назад. Ну-ка, 21 номер. Да, можно переводить. Отсюда так. Отличный пас в центр. Но нет, защита там на месте. И передача вперед. Ну-ка. Но нет, не успевает Данил Мещенко. Мордасов. Передача в центр. 9 номер. Уже пятки оставить. Сам бьет выше ворот.
Никита Филиппов. Маткевич идет вперед. Нет, прессингует его. Назад пас. Ну-ка, отбегает мяч. Команда СКА Хабаровска. Пас назад. Удар. Удар заблокирован. Удар защитника. Маткевич с мячом. Аут. Да. Мяч остался у СКА Хабаровска. Ну-ка, Данил Мещенко. А нет, мяч слишком сильно идет вперед. И вратарь забирает мяч в руки. Да, напомню, судит сегодняшнюю встречу и главный, и первый помощник судьи Колобов Михаил и Корнилов Евгений. Они из города Хабаровска. Откуда же и играет команда СКА Хабаровск, конечно же. По-моему, это впервые вот у нас 6 судей и одна из команд из одного города. Ну-ка, удар дальний. Маткевич. А нет, это не Маткевич. 20 номер. Александр Жирков. Наносил удар. Успевает защита. Жирков борется. Ну-ка, фол там был. Передача в центр, но снова подбор за армейцами. Назад пас, Жирков. Отбирает мяч у него. Передача налево, офсайда нету. Центр. Сюда можно ударить. 8 номер с мячом. И, ну-ка, 9 номер. Нет, не смог переиграть. И Илья Козырев забирает мяч в руки. Побежал Киселев Алексей. И уходит мяч в аут. Что-то случилось с игроком под 5 номером, защитником. Иван Климов. Держится за ногу. Да, нужен врач. Да, можете посмотреть, кто же еще может выйти. Климов и Жирков уже вступили в игру. Вот 5 и 20 номер. Тоже еще может. Так, также у гостей. Вот Макарчук уже в игре и Балыков в игре.
Мордасов сегодня забил или нет? По-моему, нет. А вот Гончарук, по-моему, двумя голами точно отметился. Так что вот лучший бомбардир все еще игроки СКА. А также вот таблица. СКА было 44 гола, сейчас уже 49 получается. Да, вроде бы Климов сможет продолжить игру. Аут. Вот мяча. Ой-ой, какой неаккуратный ввод. И мяч достается команде СКА. Можно играть. Судья молчит. Уже пас отдать. Но нет, сам бежит вперед. И ну-ка фол. Будет штрафной удар. Да, Василий Ивочкин подсказывает что-то Жиркову. И Александр Жирков идет подавать. 20 номер. Да, левой ногой. Можно даже ударить. Левая отсюда вполне себе. Ну-ка, штрафной удар. Отсюда могло показаться, что... Так, у меня тут плашка, оказывается, неправильно стоит. Сам заметил. Никто не подсказывал. Все исправил. Целых 12 минут. Да, никто не подсказал. Передача в центр, ну-ка. Кевич, пас вперед. Мордасов. Пас налево, хороший пас. Но тут защита. Назад пас. 22 номер. Бучков Клим. Теперь уже мяч сместился на правый фланг. Мордасов. Пас вперед. Но нет, проникающий пас не прошел. Еще одна атака. Зад. Ну-ка. Можно было на фланг, да? Еще ли через защиту. Вот на левом фланге, да, совсем один здесь. 12 номер. Хочет штрафную площадь. А нет, защитник успевает. И угловой удар. Михаил Кабанов, да, успевает. Выбивает мяч на угловой.
Кирилл Магдасов сам идет подавать, 10 номер. Но вот младший возраст почти всегда разыгрывал на коротке. Нет, ребята подают. Есть Киселев. Пусть бежит. Можно пас отдавать, да. Но не точный пас. Уходит мяч в аут. И в это время у нас замена 4 номера. Заменяет 2. Зарецкий Ростислав покидает поле. И Илья Баранов входит в игру. Также еще 2 там ребят готовятся войти в игру. 11 и 3. Паламарчук и Плетминцев Даниил, Паламарчук Тимофей. Тем, кто вот близок к команде Якутии. Да, 3 дня назад у 2 игроков целых одновременно день рождения был. Денис Бабюк под номер 13 и номер 19 Гришин Максим 8 июля справляли день рождения. Правда, у них разница в 1 год, 2008 и 2009 года рождения, ребята. Пас вперед, неточный. Ну-ка, может идти вперед. 19 номер. Смещается в центр. Пас. Хорошо, Роткевич. Мощенко. Пас неточный. Уже Магдасов. Разрезающая передача в центр. И 23 номер. Может забивать. И гол. 6-0. Гончарук Дмитрий. Хэт-трик сегодня оформляет. Ошибается вратарь и защитник. Да, не разобрались. Да, вот как я уже говорил, вот 11 и 3 номера входят в игру. Паламарчук и Плетминцев. Покидает поле 21. Арсений Каменев. Он 1 гол забил. Кто же еще? И 6 номер, да. Секерин Артур покидает поле. Ну-ка. Пас. И офсайд там зафиксировал боковой судья. Мяч катился. Нужно перебить. Пас назад, ну-ка. А нет, Якутия не прессингует вратаря.
Вот куда вернулся Дмитрий Гончарук. Вот автор последнего гола. Центр защиты. Да, помогает он команде. Настоящий универсал. Ну-ка, ну-ка. Киселев. Значит, все еще в игре. О, падает игрок. Да. Судья говорит, вставай. Ну, небольшой толчок точно был. Хаткевич. Да, Владислав Хаткевич. Отобрали мяч. Мордасов отдает пас. Обыгрывает, ну-ка. И бьет правой. Вот так спасает. Мяч все еще в игре. Можно играть. Навес. Здесь головой. Жирков. Да, можно назад спокойно. И через вратаря, да, опасно. Да, опасный пас, да, назад. Это Иван Климов, да. Ну-ка, пас, прострел, не получается. Защита первая на мяче. Ну-ка, перехват. Жирков с мячом. Пас на Киселева. На фланг. Ну-ка. Алексей Киселев, номер 7. Идет в обыгрыш. Подстреливает. Попадает в защитника. И угловой удар. А тоже шанс. Стандарт у чужих ворот. Это всегда хороший шанс. Да, многие игроки пришли. Там все вот Михаил Кабанов. Ну-ка. О, не попадает по мячу Хаткевич. Назад пас. Климов Иван. И да, от греха подальше выбивает мяч. Перевод на правый фланг, но никого там не было. Но кто там есть, точно это вот Илья Козырев в этой команде якутян. Гузеев Оскар. Ух ты, хороший прием. Но все равно уходит мяч. Ну-ка. И падают игроки. Но фола нет. Кевич. А, судья дает поиграть. 9 номер. Где-то идет вперед. И фол все-таки поставили. Никита Филиппов зарабатывает фол. А 5 номера все-таки заменяют.
Иван Климов, да, покидает поле, и Андрей Тренин входит в игру. Так, там, видимо, фол в атаке или офсайд. В общем, я немножечко не понял. Но будут вводить игроки Якутии. Аут. Там небольшой фол был. Да, фол от СКА Хабаровска, видимо. А, нет, все-таки мяч ушел в аут. Пас назад. Здесь Мордасов. Кирилл Мордасов настоящий дирижер своей команды. Дирижер атак. Можно попробовать ударить. Нет. Здесь Мордасов Кирилл. Бьет правой вратарь на месте. Отбили мяч в аут. И 20 минут у нас еще играть. Ну-ка, можно перехват сделать. Да, перехват получается. Красиво, да, Гайткевич. И отличный пас. Офсайда нету. Можно играть. Нет, офсайд все-таки есть. Жирков в офсайде. Да, на тоненького был офсайд. Передача в центр. Я пересмотрел момент. Там офсайда не было, оказывается. Там сверху защитник стоял. Ну-ка. Падает игрок. Жирков, да, не стоит на мяча. Играть у нас 15 минут. Второй тайм, да. Всего лишь один гол. Ну-ка, прострел. Тут всего лишь один защитник и два нападающих. Нам нужно возвращаться. Помогать.
Снова Кирилл Магдасов с мячом. Пас-центр. Так, Хаткевич. Станислав Хаткевич. Ну-ка, отлично идет, бежит Киселев. Пас. Ну-ка. Прострел. Ай-яй-яй, там совсем один был. И офсайд. Снова зафиксирован офсайд. Да, тут точно офсайд был. Ну-ка, 23-й номер. Идет вперед. И здесь снова тоже офсайд зафиксирован. Офсайд за офсайдом. Ну, видимо, защитники, да, хороши. Делают отличные ловушки, которые нападающие попадают раз за разом. Да, тут тоже офсайд был метровый. Пересмотрел я момент. Это вот с нашими, да, линиями на поле. Это отлично видно. И вратарь забирает мяч в руки. Передача на левый фланг. Здесь номер 12. Денис Макарчук. Денис отдает пас. Удар. Не смогли нанести удар. Оскар Гузеиров. Хорошо. И перевод на левой. Здесь Киселев. Да, счет у нас теннисный. 6-0. Тем, кто вот недавно присоединился, у нас еще 10 минут осталось в матче Якутия против СКА Хабаровска. Это ЮФЛДВ. Счет у нас 6-0. Фол. Фол будет зафиксирован, наверное. Да, фол поставлен. Ну-ка, Данил Мерещенко. Может вот перевод направо сделать? Ну, да, отлично. Ай-яй-яй, не догнал мяч. Уже назад, там Жирков есть. Вот Жирков получает мяч. Центр передача. И фол поставлен.
А Максим Грищин, 19 номер, очень активен в конце второго тайма. Передача вперед. А вот Кирилла Магдасова. Замена. Максим Грищин, да, вот только похвалил я его, 19 номер. Заменяет его Шульгин Глеб, 21 номер. Глеб Шульгин. Отлично, отобрали мяч. Киселев. Падает Киселев. Фол зафиксирован. Да, нужно идти вперед, хотя бы гол забить. Да, порадовать болельщиков. Жирков борется, но нет. Хорошо в пас играет тут СКА Хабаровск. Центр. И перевод на правый фланг. Да, что-то замешкался с пасом. Ух ты, хороший прием от Жиркова. Сразу пас в центр. Может, да, перевод на Киселева. Киселев по флангу может пройтись. Вот он проходит. Но вбивает мяч у него. Оскар Гузеиров. Радкевич. Отличный пас. Ну-ка, в центр. Да, кто же ударит? Да, одними пасами гол не забьешь. Нужно еще и ударить. Вот он удар. Вратарь спасает. Хороший был удар. А по-моему, Александров Александр наносил удар. Пошла подача. Ну-ка, головой. Нет, слишком высоко. Хорошо обыграл. Нужен прострел. Или подача. Задпас. Опять, да, до удара тело не доводит. Ой-ой-ой, опасный момент. 3-0, да, выходят. Можно играть. Ну-ка, 12 номер. И не попадает по воротам. Да. 3-0. И желтая карточка вратарю. Да, верный момент выпускает команда СКА Хабаровск. И в это время Илья Козырев, да, получает желтую карточку. Но зато вот гола избежали. А как так? СКА Хабаровск, который вот 50 голов забивает. И вот 3-0 не смогли реализовать. Радкевич. Хорошо, обыгрывает. Идет вперед. Центр передача. Здесь Жирков. Успевает отдать пас. Ну-ка. Радкевич. Он же налево. Да, совсем один там игрок. Вот он. Центр сместиться можем. Вот. Отсюда ударить. Ну-ка, удар. Но мимо ворот. Ай-яй-яй.
Да, пару моментов хороших создали ребята. Но один раз бы так выручил, а другой раз вот не точно. Не точно показался удар. И у нас последние 3 минуты играть. Пошла у нас открытая игра. Обоюдоострая. Ай-яй, ошибается Александров. И аут. Теперь уже ошибается игроки СКА. И аут уже снова переходит к команде якутян. Ну-ка, Александров с мячом. Зарабатывает аут. Быстрый ввод мяча. Александров. И аут. Хорошо. И офсайда нету. Можно играть. 9-й номер. Отдает пас 12-му. Ну-ка, 12 номер входит. Бьет. Попадает. 7-0. Номер 12. Это у нас Денис Макарчук. Делает счет 7-0. Мяч в воротах ЗШБ Якутия забил Макарчук Денис под номером 12. Ну-ка, играть. К основному времени второго тайма добавлено 2 минуты. Так, 2 минуты у нас добавлено. Аут. Можно играть. Узаиров. Сам с мячом. Назад пас. Можно входить в игру. Бьет дальний угол. И добивание. И ну-ка гол! Наконец-то первый гол. Даниил Мирщенко. 7-1 у нас становится счет. Да, хотелось бы верить, что это начало камбэка, но будем реалистами. Да, хорош Даниил. Порадовал публику. Ну как Киселев теперь идет вперед. А почему бы и нет? Удар заблокирован. И выбивает мяч второй номер. Маткевич. Отобрал мяч. Отбегает мяч.
Болельщики тоже заряжают. Заряжает энергией, да, команду. Отлично, мяч сыграно. Дасов сам идет вперед. Но нет, натыкается на защитника. И матч закончен. Спасибо, что были с нами. Поздравляем команду СКА с победой. А мы пошли брать после матча интервью.